Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории. Лицо казанской национальности». Багаудин Ваисов. Служим Аллаху, а не царю. Фигура Багаудина Ваисова обойдена молчанием в советской историографии. Был наложен своеобразный запрет и на изучение деятельности, созданной им партией Фиркаи Наджия, партия избавления. А между тем это яркая личность, оставившая заметный след в общественно-политической жизни Казани второй половины XIX века. Но прежде чем приступить к рассказу, хотелось бы предварить его некоторыми замечаниями. Все идеи и движения, направленные на достижение всеобщего равенства, справедливости и счастья на этой грешной земле, всегда заканчивались неудачно. Так показывает исторический опыт. И у многих опускаются руки, и они вдаряются в различные конспирологические теории вроде «золотого миллиарда», что планетой управляет кучка богачей-олигархов, а иногда даже говорят, что инопланетяне нами управляют, и выхода бедным простым работягам никакого нет. Они обречены быть вечными рабами. Но не думаю, что все обстоит так плачевно и безнадежно. Ведь есть какие-то законы природы, закономерности нашего мироустройства, и никому не дано их нарушать. Все тиранические режимы рано или поздно рушатся и исчезают. Канули в лету практически все империи. Вот почему погибла Римская империя, такая мощная, такая величественная, такая всемогущая? Ответ на самом деле очень прост. Просто римские патриции, властители этой империи оторвались от материальной жизни. Они даже ложку с супом не могли поднести к своему рту. Все за них делали рабы. Писали книги, торговали, считали деньги, строили дома и производили предметы роскоши, ковали оружие. А изнеженные патриции ничего этого не умели. И пришел момент, когда рабы поняли, что реальная власть находится в их руках. Ну да, тут еще и гунны подмогли своими сокрушительными набегами. Короче говоря, патриции жить долго не могут. Так и сегодняшние миллиардеры-богачи, они ведь на самом деле ничего не умеют. Все за них делает прислуга. Это самый уязвимый слой на нашей планете, эти современные олигархи. Во-первых, они в зависимости от своих врачей. Доктора – это вообще отдельная каста. Они могут вылечить, но и залечить до смерти тоже. А простые люди, они уже давно не доверяют официальной медицине. Они знают, что самый лучший доктор – это ты сам. Они наблюдают за своим организмом, пользуются народными рецептами и знают, как себя излечить, в отличие от олигархов, которые полностью доверяют свое здоровье и свою жизнь так называемым профессорам от медицины. Далее, современный мир очень технологичен. Он полностью компьютеризируется, переводится в электронный формат, производятся все новые и новые умные машины, человека заменяет робот. Если в Древнем Риме все делали рабы, то теперь будут делать роботы. Но кто управляет роботами? Кто их создает и программирует? Вот в чем главный вопрос. Ну не сами же эти олигархи-богачи. Конечно же нет. Есть программисты, есть инженеры, есть технический персонал, который так же, как и врачи, может задать любую программу. То есть жизнь этого олигарха
находится и в их руках тоже. На самом-то деле нити управления этим миром находятся не в руках политиков и олигархов, а в руках ученых, инженеров, технологов и врачей. Вот кто реально управляет миром, вот в чьих руках находится реальная власть. Вспомним тот же Древний Рим. Все системы, построенные на паразитическом образе жизни, рано или поздно рушатся. Да и сама и природа не любит паразитов. Природные катаклизмы, которые все чаще стали случаться на нашей планете, нам об этом все время напоминают. Нельзя безнаказанно нарушать ее законы и все время переть против ветра. Это плохо кончится. На этом пока все. Закончим наше вступление. О Багауддине Ваисове мы расскажем в следующем видео. Лицо казанской национальности. Багауддин Ваисов. Служим Аллаху, а не царю. Часть 2. Продолжение. Условно-татарское общество рубежа 19-20 веков можно разделить на 2 лагеря. Один полюс джадидов, выступавших за демократические реформы, представлял Шагабуддин Марджани, о котором мы уже рассказывали на нашем канале, а Багауддина Ваисова можно отнести к академистам, мусульманским лидерам, стоявших на фундаментальных позициях ислама. Иногда Ваисова связывают с суфиями Центральноазиатского ордена Нахшбандия. Но помимо имени Багауддин, казанский богослов, кажется, ничего общего с основателем этого течения не имел, придерживаясь ортодоксального ислама суннитского толка. Ваисов вообще не был исламским реформатором и не пытался что-либо совершенствовать в мусульманской догматике. Напротив, он призывал к возврату, к чистому исламу. Видимо, его полностью устраивали традиционные каноны. Главный пафос выступления Ваисова касался социально-политической и национальной организации жизни в царской России. Багауддин Ваисов, опережая почти на 100 лет Муаммара Каддафи с его «Зеленой книгой», высказывал основные положения исламского социализма в своем способе доказательств «Тарихи Хижатин», так называется его главный труд. Он выступал за передачу земли и заводов тем, кто на них трудится, крестьянам и рабочим, объединенным в трудовые артели. В этом сходство с социалистами-революционерами. Однако, в отличие от социалистов-революционеров, ваисовцы поначалу выступали за мирное переустройство жизни. Их конечной целью являлось возрождение булгарского государства, выстроенного по нормам исламского социализма. Ваисовцы не признавали паспортов, введя свои так называемые присяжные листы, где значился этноним Аль-Булгари. Но он имел скорее не национальную, а религиозную окраску. Конечно, это была утопия, но не большая, чем диктатура пролетариата, которая в результате неудавшегося эксперимента отбросила Россию, населяющую народы, на много десятилетий назад. Для осуществления своих целей ваисовцы организовывали акции гражданского неповиновения, отказываясь подчиняться гражданским законам и царским властям, уклоняясь от службы в царской армии, которая вела, по их представлениям, неправедную войну с турками-мусульманами и кавказскими горцами.
Их позиция чем-то напоминает идеи другого социального реформатора Махатма Ганди, который в начале XX века принцип ненасильственного сопротивления превратил в главный лозунг борьбы колониальной Индии за независимость от британского владычества. Как мы знаем, Индия в конце концов своего добилась. Один из редких примеров мировой истории, когда свобода обретена сугубо мирными средствами. Идея Ганди и вообще индийская философия сильно волновали великого русского писателя Льва Толстого. Также ему были близки взгляды Ваисова, в которых он усматривал идейную общность с гандизмом и собственным учением непротивления злу насилием, получившим название толстовство. Ваисов, правда, уже не отец, а его сын Гайнан, встречался с Толстым в Ясной Поляне, и между ними завязалась дружеская переписка. Толстой высказывал ваисовцам не только моральное сочувствие, но и направлял в Казань денежные переводы на поддержку первой в России мусульманской академии, основанной еще отцом Гайнана. Об этом мы уже упоминали в одной из предыдущих публикаций. Впрочем, ваисовское движение носило мирный характер лишь до определенных пределов. В их идейную платформу были заложены отнюдь не новозаветные рекомендации вроде «ударят по правой щеке, подставь левую», а ветхозаветные скорее, повторенные потом в Коране «око за око, зуб за зуб». Они никого не трогали до тех пор, пока не трогали их. Дружинники Багауддина Ваисова участвовали в 3 крестьянских волнениях: Лесной войне 1861-62 годов, Крященской войне 1865-66 годы и Аульной войне 1878-79 годы. Любопытно, что восстания подавлялись не только с помощью царских жандармов, но и официальных лидеров мусульманского духовенства. Так, начальник Казанского губернского жандармского управления докладывал в телеграмме от 6 декабря 1878 года: «Духовенство магометанское вело себя преданно и благоразумно. Сами муллы указали на подстрекателя беспорядка». Особое рвение при этом проявил муфтий Тевкелев, в прошлом, между прочим, штаб-ротмистр царской армии. Дело в том, что руководство Духовного управления мусульман России, созданное по указу Екатерины II, назначалось императором. Мало кто знает, но императрица издала еще один указ, предписывающий каждому российскому мусульманину совершать ежедневно 5-кратный намаз. Зачем бы это? Подумайте сами. И никто не мог этому помешать. Напротив, тех, кто пропускал обязательную молитву, наказывали розгами. Екатерину II трудно заподозрить в симпатиях к мусульманской религии. Ее высочайшее благоволение к ней не более чем политика. Поняв, что упорных мусульман силой не отвратить от веры их отцов и дедов, власть решила действовать по-другому. Управлять мусульманской частью своих подданных через специально созданный и полностью подконтрольный ей духовный орган. Екатерина II структурировала ислам в государственное образование, точно так же, как до нее это сделал Петр I, но по отношению к православию. С 1789 по 1917 год сменилось 6 муфтиев и 63 казыя, мусульманских судей.
Все они назначались высочайшим указом и были проверенными и верными престолу. Немало встречалось среди них людей, носивших погоны, участников различных военных операций. Например, упоминавшийся уже муфтий Тевкелев отличился в русско-турецкой войне 1828-29 годов и подавлении польского восстания 1831 года. Власть не скупилась на награды своим преданным слугам. Муфтий получал государственное жалование в размере 2000 рублей в год. В конце XIX века оно возросло до 5000. Деньги по тем временам огромные. Но в богословских вопросах муфтии разбирались плохо. Так один из них впервые прочитал Коран, да и то на русском языке в переводе с Облукова, лишь после того, как заступил на духовную должность. Таким же образом, по принципу личной преданности, а не по нравственным качествам и знаниям, хотя, конечно, были и исключения, назначались и муллы. Багаудин Ваисов совершенно не походил на большинство своих коллег. Как отмечала русский востоковед Молостова, это был человек очень высоких качеств и большой эрудиции. Первоначальное образование он получил при медресе в Казани, затем ездил на восток, в Туркестан и Бухару. Ваисов боролся за автономность и самостоятельность духовной власти, что расценивалось как посягательство на государственные устои, выстраиваемые династией Романовых в течение 3 столетий. Естественно, Багаудин Ваисов был объявлен ее врагом. Таким же врагом он стал и для мусульманской верхушки, которая уютно устроилась возле царской кормушки. Ваисовцам приходилось вести борьбу на 2 фронта, но силы были неравны, и финал легко угадывался. Напряжение между противоборствующими сторонами перешло в открытое военное столкновение в 1884 году. Ваисовцы неделю держали оборону своей казанской цитадели, мусульманской академии, превратившейся в военную крепость. Многие были убиты. А Багаудин Ваисов схвачен и помещен в казанскую психушку, где умер в 1893 году. Во время осады остался жив 6-летний сын Гайнан, который подхватил знамя ваисовцев, но его судьба оказалась еще короче и еще трагичнее. Умом Гайнана овладел другой демон – социалистический военный переворот. «Это революция», – говорил он, призывая своих последователей следовать за собой, «свершается по указанию Аллаха». Но по указанию эсеров, социалистов-революционеров, его самого убили в 1918 году. В начале первой части этого выпуска мы говорили, что Ваисов и его движение были в Советском Союзе под запретом. Более того, его потомки преследовались. Кого-то просто расстреляли, кого-то посадили в тюрьму, а кто-то сумел спрятаться. Мой университетский товарищ под большим секретом рассказывал мне лет 45 тому назад, как его дед подделал документы. Фамилии Ваисов над буквой «И» он поставил галочку. И таким образом из Ваисова стал Вайсовым. Совсем не татарская, почти немецкая фамилия. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам!